Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 21 февраля. Это у нас будет пятница. Смотрим мы на колоде Пассиан. События для вас. Для каждого знака. Начинаем с Овнов. Овны. Пятница, 21 февраля. Покажите мне, какие события будут у Овнов. Бокал, первое событие. Весы, второе. Рыба, третья. Цветочек. Будильник есть еще, вижу. И проверяем горизонтали, вертикали с вами. Значит, солнышко нельзя соединить, уже видите, карта зафиксирована. Смотрим теперь вертикали. Нет, 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 нет. Ну, здесь тоже не вижу. Получается у вас 5 событий. Ну, не так и мало. Первое событие показывает, что, возможно, в этот день будет какое-то застолье, мероприятие. Посещение кафе, ресторана, корпоративчик. В общем, все в таком духе. Сложный выбор. Весы всегда показывают два варианта, между которыми сложно выбрать. Скользкое дело, ну это предупреждение, хитрость, когда вас втягивают в какие-то схемы, пытаются обмануть, поэтому будьте осторожны. Исполнение желания, плюсик. И будильник показывает, что в этот день, возможно, будет какая-то проблема со временем. Можете там спешить или опаздывать, в общем. Дружить со временем не будете в пятницу, так что вот такая вот информация для вас с одним предупреждением. Два предупреждения, это рыба и это время. Ну, кстати, обычно, вот, когда, если речь идет о мошенниках, то они очень часто подгоняют. Поэтому тут вот, может быть, вместе проиграются. Такая информация для вас, Овны. Переходим дальше к Тельцам. Смотрим Тельцы. 21 февраля, пятница. События дня Тельцы. Так, Тельцы, поехали, смотрим, что у вас в пятницу. Друг, встреча, общение с другом, подружкой. Бабочка. Подарок нельзя. Молния есть. Ну тут два варианта. Тут либо молния, либо кровать. Я первую молнию увидела. Если увидели кровать, тогда проиграется интимная связь. Бокал. Дерево. Приглашение на застолье. По вертикали есть корабль.
Ну и здесь я не вижу. Часики нельзя соединить. Значит, смотрите, 6 событий у вас на пятницу. Первое событие выпало общение с друзьями. Возможно, вот застолье. Вместе будете проводить время. В общем, какой-то контакт, встреча, общение с друзьями, деловой разговор, новости. Скорее всего, в электронном виде будут новости. Ожидания, приглашения и застолье. Вот такой у вас день. В принципе, все события хорошие выпали. На пятницу какое-то застолье у вас там намечается. Благодарю за внимание и переходим дальше к близнецам. Смотрим близнецы, 21 февраля. «21 февраля, близнецы, события дня». Пятница, близнецы. Сразу же дерево, первое событие. Якорь. Колокольчик. В разговорах приглашение. Прибыль и конверт. Сундук я имею в виду, то есть сразу значение говорю события. Месяц. Но тут хотя два варианта. Тут видите, еще можно было сделать колодец. Второй вариант. Или месяц, или колодец. Колодец — это сильные глубокие переживания. Но я увидела месяц, оставляю его. Успех. Венок лавровый. Ключик. Машину нельзя. Свиток. Корабль нельзя соединить. Здесь нет. Солнышко нельзя соединить. Нет. И корона. Вот корону можно. Смотрим, корона. Получается, у вас событий много будет в пятницу. Первое, вас куда-то могут пригласить, позвать, приглашение. Пустые разговоры будут, финансовые поступления, получение новостей, конверт, какое-то известие, новость. Ключевой важный день, ключ. И перед вами открыты все двери, в принципе. Видите, вас ждет успех в этот день. Деловая встреча с влиятельным человеком, корона. Это похоже на одно событие, что какая-то встреча с важным человеком пройдет очень успешно, потому что для вас в этот день открыты двери. И также выпал еще месяц, показывает, что может какое-то быть событие, которое имеет цикличность, цикл. Допустим, раз в месяц вы встречаетесь с каким-то важным человеком и проводите разговор. Как вариант может таким образом проигрываться. Еще якорь есть. Якорь показывает, что вы где-то надолго, что называется, зависнете в этот день. Допустим, там проведете 2-3 часа в каком-то месте. Может быть, опять же, на встрече с этим человеком. Либо еще якорь может показывать в точку, когда мы ставим прям такую большую жирную точку в каком-то вопросе, который, которым занимались недели, месяцы, может быть, даже годы. Вот так тоже может проигрываться. Такая информация. В общем, у вас прям все события очень хорошие. Событий много и все, в принципе, хорошие. Благодарю за внимание, близнецы. И переходим к ракам.
Раки, 21 февраля. События дня. Раки, пятница. Угу. Первое событие мечи. Весы. Чувствую, что что-то вот здесь я пропустила. Весы пропустила. Так, удача еще есть. Подкова. Молнию нельзя. Ну, здесь нет. Смотрим горизонтали. Здесь не вижу. Нет, нет. Нет, нет, нет. И есть еще 2 сердца. Получается, у вас 4 события в пятницу. Первое событие подсказывает, что может быть ссора, скандал в этот день. 2 меча. Это 2 разных мнения, да, которые не сходятся. Опять же, не забываем, что иногда мы являемся свидетелями какого-то скандала, ссоры. Мы в них не участвуем. Допустим, так тоже может быть. Удача, везение на вашей стороне, подкова. Сложный выбор в пятницу может быть у вас. И все хорошо в личной жизни, любовь. Так что у вас из минуса только вот это одно событие. Оно, опять же, зная об этом, вы можете, в принципе, любого скандала теперь избежать. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к львам. Львы. 21 февраля. Пятница. События дня, львы. Месяц. Первое событие. Книга. Возможно, эти события будут связаны. Цветок. Сундук. Подсвечник. Чашечка чая. По горизонтали. Здесь нет, здесь не вижу. Нет, нет, нет. Нет, ага, есть еще вот роза. Свидание. Змею не... подождите, змею можно было соединить. Хотя сказать, змею нельзя соединить. И смотрим здесь. Здесь нет совпадений. Получается 3, 4, 5, 6, 7... 8 событий. Ну, немного у вас, в принципе, в пятницу. Значит, первое событие, месяц. Это событие, которое имеет цикл, постоянно повторяется. Ну, чаще всего это раз в месяц обычно.
Плюс рядом выпадает казенный дом, госучреждение. Ну, например, налоговая, ЖЭК, там суд, еще что-то, школа. Может быть, раз в месяц или раз в какой-то период вы ходите в какое-то госучреждение. Дальше гости в этот день могут быть, чашка чая выпала, ну, либо вы кому-то пойдете в гости. Финансовые поступления, вот, может быть, это банк, казенный дом. Финансовые поступления, исполнение желания, свидание, приятная встреча, надежды, подсвечник может показывать на этот день. Еще как вариант, если выпадает свидание, подсвечник, это может быть романтическое свидание. Не просто, да, вот какая-то встреча, а романтическое свидание. И змея показывает, что, опять же, чаще всего это кто-то, кто имеет к нам какие-то претензии, пытается там съязвить, задеть и так далее. Но выпало рядом со свиданием, возможно, свидание со змеей. Что это может быть? Это значит, что человек по году рождения змея, может быть характер такой ядовитый, знаете, как вариант. То есть, может быть, здесь просто мне показывают характеристику этого человека, с которым у вас будет вот эта встреча, свидание. Так что вот тут сложно сказать, как будет проигрываться. Ну, в целом, в принципе, день неплохой. Ничего такого страшного не повыпадало. Там обманы, неприятности, в общем, такие прям минусы не выпали. Благодарю за внимание. Львы, перехожу к делу. Так, Девы, смотрим, что у вас будет. Пятница, 21 февраля, события дня. Девы, пятница. Сразу же выпадает тайная встреча. Что-то будете делать в тайне. Хорошие новости. Шарики. Кровать. Тайная встреча, кровать. Дева, что вы там задумали? Змею нельзя соединить. Ключик. Нерешенный вопрос. Цепь. Но опять же, имея ключ, можно всегда найти решение этого вопроса. И якорь. Чашку нельзя. Но здесь я не вижу совпадений. Значит, получается, в этот день у вас выпадает тайная встреча, тайное свидание с кем-то. Хорошие новости. Открытые двери, возможности, ключ. Еще может быть важный какой-то день, ключевой. Интимная связь, кровать. Ну, либо, там, не знаю, мысли об этом, разговоры об этом. Может быть, даже и таким образом проигрывается. Там переписка и так далее. Нерешенный вопрос, вот это минус. Нерешенный вопрос, и ножницы выпали очень далеко друг от друга. Скорее всего, что этот вопрос решится не скоро. Тот, который должен был в пятницу решиться. Хотя, казалось бы, выпадает ключ, а ключ показывает, что все в наших руках. Мы, в принципе, все можем сделать в этот день, чего бы не захотели. Поэтому тут сложно сказать, решится этот вопрос, не решится. Но карта показывает, что есть шанс, что вы можете все сделать сами в этот день. И якорь вечером показывает, что, скорее всего, вечер вы проведете где-то в одном месте. Где-то заякоритесь на целый пятничный вечер и там проведете. Может быть, это будет дома, как вариант. Ну, точно, как минимум, несколько часов якорь показывает. 3-4 часа мы на одном месте. Ну, вот такая вот информация для вас на пятницу.
Благодарю за внимание. Перехожу к весам. Смотрим весы. 21 февраля. Весы. Так, поехали, смотрим. Череп, первое событие. Тут могут быть вопросы по здоровью у вас в пятницу. Угу. Сундучок, это хорошо. Конверт. Конверт это новости, а сундук это деньги. Может быть информация о деньгах. Либо может быть, например, по интернету придут деньги. СМС-ка. СМС-ка о поступлении какой-то суммы, может быть так. Подарочек. Якорь. Горизонтали не вижу совпадений, а по вертикали сразу вижу машину, первое событие. Дальше тайную встречу вижу. Не вижу, не вижу и не вижу. Получается, в пятницу у вас, возможно, будут какие-то вопросы по здоровью. Выпал череп, болезнь. Подарок, финансовые поступления, получение новостей, тайная встреча, тайный поход куда-то, когда мы, допустим, идем куда-то и от кого-то это скрываем. Дорога, видите, еще и дорога выпала. Дорога и в тайне, дорога в тайне. И якорь показывает, что где-то вы проведете как минимум 3-4 часа на одном каком-то месте. Потому что якорь это всегда, когда мы заякоряемся. Еще может быть с дорогой прибытие. Может показывать, допустим, куда-то приехали надолго. Так что так, в целом, в принципе, вот если исключить, да, вот здоровье, если по здоровью все будет нормально, то все события хорошие. Подарки, поступления финансовые, поездка. Благодарю за внимание. Смотрим дальше скорпионов. Скорпионы 21 февраля. Пятница, скорпионы. Месяц, первое событие. И доход. Месяц и финансовые поступления. Скорее всего, день, когда вы получаете деньги. Любовь. Шарики. Корона. Еще и мешок с деньгами.
Не только сундук и мешок. Удача. Надежда. Подсвечник. Какой замечательный день. И интимная связь еще в конце, напоследок. Так. Сейчас еще пробегусь, посмотрю. Горизонтали, вертикаль. Не вижу. Получается 3, 4, 5, 9 событий и все хорошие. Но это просто какой-то чудо-день. Значит, смотрите, первое событие, месяц, цикл показывает, что будет какое-то событие, которое происходит каждый месяц 21 числа. Ну, или там 20, может быть, там 19, ну, плюс-минус. Дальше выпадают финансовые поступления, доход будет, будет любовь, все хорошо в личной жизни, любовь, интимная связь, хорошие новости, позитивные, радостные, общение с каким-то влиятельным человеком, корона, статусный какой-то. Но опять же, тут может быть не обязательно прям влиятельный, привлекательный. Это может быть просто у человека есть какой-то статус. Ну, там, доктор наук, не знаю, там, преподаватель, еще кто-то. Просто доктор, да, может быть, там в больнице. Это же тоже статус. Дальше удача, везение, деньги. Кроме сундука, кроме дохода, выпали еще деньги. Но здесь, опять же, здесь может быть как, например, еще один источник дохода, так могут быть, конечно, и расходы по мешочку. Тут сложно сказать. Надежды, интимная связь. В общем, все события прекрасные. И в личной жизни все хорошо, и с деньгами, и новости хорошие. В общем, супер. Еще и удача. Так что, скорпиончики... Божечки, ну вы видите, что творится? Какая энергия этого дня. Убежали у меня, камень убежал. Прошу прощения за этот ужасный звук. Все мне тут поломал, разломал. Ой. Ну вот такой день будет энергетически сильный. Ничего не поделаешь. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Стрельцы, 21 февраля. 21 февраля. Стрельцы. События дня. Стрельцы, пятница. Смотрим. Сразу же чашечка чая выпадает, гости. Будете встречать гостей или сами в гости пойдете. Машину нельзя уже соединить. Прибыль. Сундук. Месяц. Дерево. Колодец напоследок выпал, плохое событие. Домик. Кстати, это может быть одно все событие. Показывает, что дома будет какое-то событие, у которого есть цикл. И оно может быть неприятное, печальное. Ну, допустим, там годовщина смерти кого-то в этот день, допустим. Ну, или какое-то печальное событие. Ну, как вариант, можно вот так прочитать. Здесь не вижу. Горизонтали, вертикали не вижу. Получается, у вас в этот день гости выпали, финансовые поступления, приглашения. Видите, все-таки вот приглашения. То ли вас приглашают, то ли вы кого-то приглашаете. Дальше события в семье. Событие, которое имеет цикл. Это не какое-то ситуативное. Да, вот там раз, и мы что-то придумали, там что-то отмечаем. Нет, это именно цикл имеет. И, к сожалению, выпала карта колодец. Это карта, которая показывает очень сильные, глубокие переживания.
Тут может быть как варианты какое-то хорошее событие, и просто на этом хорошем событии вы будете что-то обсуждать, допустим, неприятное. А может быть вообще этот колодец вообще не будет касаться этого события, проиграется там, допустим, в другое время. Так что тут вот сложно сказать. Но какие-то сильная печаль тоже может быть. Глубокие переживания в этот день. Так что вот такая вот информация для вас, стрельцы, на пятницу. Но в целом, конечно, большинство событий показывает, что будет какое-то мероприятие с гостями и приглашением. Смотрим дальше козерожек. Так, козероги. 21 февраля. События дня, козероги. Пятница, козероги. Первое событие — свиток. Подсвечник. Змея. Месяц. Прям месяц у каждого знака практически выпал. Так, здесь нет, ключ нельзя. Нет, не вижу. И есть еще дерево. Так, значит, смотрим, что получается у вас. У вас получается 5 событий. Первое событие, уже не помню, что... встреча выпала. Первое событие — это была встреча, деловая какая-то, рабочая встреча в этот день. Надежды вы возлагаете какие-то. События, которые имеют цикл. Возможно, там каждый месяц или там каждые 3 месяца происходит эта встреча. Приглашение. Вас куда-то приглашают. И смотрите, как интересно, выпала змея. Возможно, встреча будет с человеком, у которого очень острый язык. Так что готовьтесь к тому, что вам могут делать замечания, язвить, как-то вот подкалывать. Может быть, конечно, как вариант, человек будет хорошо с вами общаться, все будет нормально, а просто он будет по году рождения змея. Так тоже может быть. Но основное, конечно, значение змеи — это злой язык. Поэтому основное значение мы, конечно, тоже не исключаем. И должны быть к этому готовы. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям. Водолеи. 21 февраля. События дня, водолея. Для водолеев на пятницу. Покажите мне, как пройдет для них. Угу. Так, водолеи. Смотрим. Какая-то, мне кажется, суматоха, суета. Потому что карты крутились. Сразу же деловой разговор выпадает. Бабочка. Угу. И показывает, что с кем-то очень влиятельным, важным. Корона. Скандал, конфликт. Будете скандалить, будут у вас с этим человеком разные мнения.
Змея, видите? Ну, вот это, похоже, одна история. Все 4 события указывают... Ой, вернее, ну, 4 карточки указывают на одно событие. Ну, у вас выпадает удача. Как-то вот удача будет на вашей стороне. Может быть, вам даже удастся этого человека переубедить. Угу. Удача в разговорах. Пустые разговоры. Колокольчик. Переговорите, в общем, водолея вы кого-то в этот день. Якорь. Так, смотрим, что здесь. Еще есть кровать, интимная связь. Конверт нельзя. Нет, нет, нет. Подсвечник нельзя. Здесь я не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас будет деловой разговор, общение с влиятельным человеком, скандал, конфликт, общение со змеей. Ну, очень похоже на то, что это и есть вот влиятельный человек, змея, человек с острым языком, абьюзер такой, который пытается давить, заставить делать по-своему, не идет на какие-то компромиссы и так далее. В общем, общение со змеей, разговор, пустые разговоры. Это деловой, а эта карта показывает еще и пустые разговоры могут быть, болтовня. Удача в этот день. Якорь может показывать точку, либо, ну вот когда, знаете, что-то заканчиваю, масштабное. Вот как вариант может быть, если это какой-то важный разговор, то, может быть, в этом разговоре будет поставлена точка. Либо еще якорь может показывать, когда мы долго где-то проводим время, тоже выпадает якорь. Может быть, вот вторая половина дня вы где-то будете находиться. Может быть, долго будете вместе с вот этим человеком в короне. Ну и плюсом у вас еще выпадает интимная связь. Так что вот такой день. Из минуса получается ссора, скандал и встреча с вот этой змеей. Это минусы. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Остались рыбы. Рыбы. 21 февраля. Рыбы. События дня. Угу. Так, поехали. Бабочка. Первое событие рыбки у вас в пятницу. Замок. Дерево. Шарики. Яблоко. Книга. Угу. И еще есть венок. В казенном доме успех. Весы. И месяц. Опять же, возможно, вы каждый месяц ходите в этот казенный дом, потому что месяц выпал рядом. Так, так. Цыпленка нельзя соединить. Получается, у вас в этот день 5, 6, 7, 9 событий.
Ну, в принципе, очень даже много. Рассказываю. Первое событие. Деловой разговор может быть в этот день. Открытие секретов тайн по замку. Откроется какая-то информация, которую вы до этого не знали. Приглашение, хорошие новости, слезы. Опять же, слезы, может быть, тайна, которая откроется, будет не сильно приятная. Но слезы иногда проигрываются и да, как со знаком плюс, то есть слезы радости. Поэтому, может быть, это будут слезы радости, например, от успеха. Тут сложно как бы сказать. Но если брать да, вот просто значение карт, то это хорошие новости, приглашения, слезы, посещение госучреждения, успех, цикличное событие и сложный выбор. По весам всегда два варианта, и мне надо выбирать. Например, идти, не идти, делать, не делать, покупать, не покупать. Но если у вас стоит выбор, идти или не идти в госучреждение, мне кажется, идти надо в пятницу, потому что, видите, рядом успех. Вы пойдете, и все у вас там получится, все успешно пройдет. Так что такая информация, рыбки, для вас на пятницу. Благодарю за внимание, я жду вас на своих новых видео.